Здравствуйте! Меня зовут Ирина Николаевна Швецова, кандидат экономических наук, доцент, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. И мы с вами сейчас будем присутствовать на лекциях, посвященных такому важному вопросу, как финансовая грамотность для бизнеса. В 2017 году была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. И в соответствии с этой стратегией на региональном уровне в нашей республике была утверждена региональная программа повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 2018-2023 годы. И оба этих документа подчеркивают важность повышения финансовой грамотности и широкого охвата населения знаниями, умениями и навыками в финансовых вопросах. Соответственно, цель наших с вами лекций – это приобретение ключевых знаний, умений и навыков в области финансов и финансирования бизнеса. На наших лекциях мы рассмотрим такие ключевые вопросы, как источники финансирования бизнеса, финансовые результаты, оборотный и основной капитал, финансовая политика и финансовая стратегия бизнеса. Начнем с того, что классически финансы – это система отношений между экономическими субъектами, и эти отношения связаны с движением денежных средств. В результате мы получаем формирование фондов денежных средств и, соответственно, их использование. Баланс активов и капитала организации представляет собой финансовую модель компании. Финансовое положение организации, которое каждого бизнесмена интересует, отражается в финансовой отчетности организации. Наиболее основными формами финансовой отчетности являются баланс, отчеты финансовых результатов, отчеты движения денежных средств. Фундаментальную концепцию финансовой модели компания отражает балансовое уравнение, когда активы равны пассивам. Следует отметить, что у нас существуют различные стандарты финансовой отчетности, российские стандарты финансовой отчетности, американские стандарты финансовой отчетности и международные стандарты финансовой отчетности. Естественно, крупные корпорации, помимо российских стандартов финансовой отчетности, используют в своей деятельности и международные стандарты. На данном слайде представлено балансовое уравнение, когда активы равны пассивам. При этом в активы включаются внеоборотные активы и оборотные активы. В состав пассивов включаются капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства. В бизнесе мы можем выделить такие ключевые финансовые проблемы, как недостаток денежных средств для развития, кассовые разрывы и недостаточная экономическая эффективность деятельности. Каждого бизнесмена интересуют критерии эффективности финансовой деятельности. Конечно, эти критерии можно определить самостоятельно, но литература нам рекомендует выбрать в качестве критериев такие показатели, как стоимость активов, структура активов, стоимость собственного капитала и структура пассивов. Финансовая концепция организации основывается на таких принципах, как самостоятельность, то есть каждое предприятие самостоятельно в определении видов экономической деятельности, самоокупаемость, материальная заинтересованность, материальная ответственность и обеспечение рисков финансовыми резервами. Конечно, для успешного ведения бизнеса необходимо придерживаться всех соответствующих компонентов финансовой концепции. Ключевая задача финансиста – это обосновать привлечение финансового капитала в бизнес и размещение его в активах, позволяющих достичь эффективности деятельности и достичь поставленных целей. Мы можем рассмотреть такие этапы рационального решения финансовых проблем, как диагностика финансовой проблемы, формулировка ограничений и критериев для принятия решения, выявление альтернатив, оценка альтернатив, осуществление окончательного выбора и реализация альтернативы. И, конечно, важным компонентом этих этапов является обратная связь и увязка с финансовой проблемой. Финансировать бизнес мы можем за счет собственных и заемных источников. А если мы посмотрим баланс, то в третьем разделе пассива баланса отражается капитал и резервы или собственный капитал. К нему относятся уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль. Уставный капитал представляет собой инвестированные средства учредителями. И, конечно же, эти средства необходимы для осуществления уставной деятельности. Добавочный капитал – это прирост стоимости внеоборотных активов в результате переоценки.
Кроме того, в состав добавочного капитала может быть включен эмиссионный доход. Средства добавочного капитала могут использоваться на погашение сумм снижения стоимости внеоборотных активов, увеличение уставного капитала, а также распределяться между учредителями. Резервный капитал создается в размере, предусмотренном уставом общества, акционерного общества, но не менее 5% от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного уставом. Следует обратить внимание, что именно для акционерных обществ формирование резервного капитала является обязательным. Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом акционерного общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом. Средства фонда направляются на покрытие убытков, погашение облигаций общества и выкуп акций общества в случае отсутствия иных средств. Нераспределенная прибыль представляет собой часть чистой прибыли фирмы, которая не была распределена акционерами и осталась в распоряжении фирмы в соответствии с решением собрания акционеров. Следует отметить, что увеличение уставного капитала можно проводить посредством так называемое Initial Public Offering или первичного публичного размещения. То есть это продажа уже имеющихся или вновь выпущенных акций на бирже с целью стать публичной корпорацией. Компания, которая хочет стать публичной корпорацией, ожидает, что в будущем она будет функционировать в рыночной среде. Стоимость этой компании будет оцениваться через показатель рыночной капитализации. И кроме того, публичные компании имеют постоянную возможность привлекать средства путем эмиссии ценных бумаг, держать значительное количество акций в свободном обращении на бирже. Если мы финансируем свою деятельность за счет заемного капитала, то предполагается, что мы используем такие способы его привлечения, как банковские кредиты, займы, либо эмиссия облигаций. Каждый из источников имеет определенные достоинства и недостатки. Например, банковские кредиты в качестве преимущества можно сказать, что в данном случае мы уплачиваем только проценты и комиссию за сопровождение. Однако, конечно же, банковский кредит – это платность, срочность и возвратность и необходимость обеспечения. Если мы говорим о займах, то, конечно, в данном случае срочность напрямую не предусмотрена, и договор займа может и не предполагать выплату процентов. Однако право на получение с заемщика процентов сохраняется. Эмиссия облигаций создает публичную кредитную историю нашей компании, исключает возможную зависимость от одного инвестора и уменьшает вероятность потери контроля над компанией. При эмиссии облигаций мы привлекаем долгосрочные кредитные ресурсы в развитие нашей компании. У нас есть право самостоятельно установить периодичность и длительность сроков погашения. Мы можем привлечь более широкий круг инвесторов и, соответственно, более дешевые ресурсы. В то же время есть некоторые ограничения относительно объема эмиссии, которая ограничена величиной уставного капитала, а в сумме больше необходимо дополнительное обеспечение. Следует сказать, что в научной литературе и теории корпоративных финансов существует очень много теорий и специальных моделей, которые ориентированы на то, чтобы подсказать бизнесу, как лучше финансировать деятельность компании, в каких пропорциях привлекать собственные и заемные источники. То есть это и классическая теория структуры капитала, а именно теорема Модельяни-Миллера, модели стационарного соотношения, которые рекомендуют нам учитывать вероятность банкротства корпорации при привлечении заемного капитала, модели асимметричной информации, модели агентских издержек, модели корпоративного контроля. Самые первые модели – это модели как раз классической теории структуры капитала, непосредственно теорема Модельяни-Миллера. На данном слайде представлена основная суть данных теорем. И если мы посмотрим на рисунок 1, то в данном случае представлено влияние долговой нагрузки на рыночную стоимость компании в ситуации отсутствия налогообложения. И в рамках теоремы Модельяни-Миллера доказано, что изменение долговой нагрузки никаким образом не влияет на рыночную стоимость корпорации, если мы не рассматриваем фактор налогообложения. Однако, если мы в расчет берем фактор налогообложения, то, посмотрев на рисунок 2, мы видим, что
Видим влияние долговой нагрузки на рыночную стоимость компании при налогообложении. То есть ростом долговой нагрузки мы можем увеличить рыночную стоимость компании за счет эффекта налогового щита. Соответственно, исходя из данной ситуации, данных теорем, привлечение заемного капитала является достаточно выгодным для корпорации с точки зрения роста ее рыночной стоимости. Важный момент, касающийся структуры финансирования компании и вообще финансов, это эффект финансового левериджа. Эффект финансового левериджа отражает уровень дополнительно генерируемой прибыли собственным капиталом при различной доле использования заемных средств. Назначение данного показателя – определять оптимальный объем привлекаемых заемных средств и выбрать допустимые условия кредитования. Существует стандартная формула расчета финансового левериджа, которая представлена на слайде. В данной формуле мы должны рассчитать соотношение заемных и собственных средств и рассчитать величину налогового корректора, это единица минус ставка налога на прибыль. Мы должны рассчитать дифференциал финансового рычага, как разницу между рентабельностью активов и расчетной ставки процента по заемному капиталу, умноженной на налоговый корректор. И если дифференциал финансового рычага отрицателен, то каждая единица заемного капитала уменьшает чистую рентабельность собственного капитала. То есть наша главная задача – привлекать финансирование таким образом, чтобы рентабельность была все-таки выше, нежели процентная ставка по заемному финансированию. Итак, к каким выводам мы придем по итогам лекции? Создание и развитие бизнеса может быть профинансировано из различных источников. Существуют различные теории структуры капитала, определяющие выбор оптимального соотношения собственных и заемных источников. При принятии решения о финансировании за счет заемных средств рекомендуется сопоставить ожидаемую рентабельность активов и стоимость заемного финансирования и только после этого сделать выбор. На этом все. Спасибо за внимание.